Хулыбзиқуа телехопшсам, апсу телехопшра каналаҿы ҳара иацаҳҵоит акандидатцәа злахәу ателедебаҭқәа. Уаха ишиашоу ицо аефир иалахәуп ажәытә ҳабла ахԥатәи алхратә ҭыԥхадаҿы иқәгыло акандидатцәа. Иааидкыланы уаҟа иқәгылоуп хәҩык. Нарсоу Салаҟаиа, Беслан Тарчуа, Саид Гебиа, Хына Дума, Геннадий Арӡынба. Уаха ҳастудиаҿы иаҳҭоуп ԥшьҩык, дмааӡеит Нарсоу Салаҟаиа. Хәлыбзиақәа, ҳаҭырсқәа акандидатцәа. Хәлыбзиақәа. Нас ҳаефир иамоу аԥҟарақәа жәдыруеит, изныкымкәан телехәаԥшрала ижәбахьеит ҳәа сыҟоуп. Уи аамҭа ақәҳарӡӡом, иаразнак ҳалагап аусура. Уажәы ҳарзыӡырҩуеит шәара шәнысымҩа, анаҩс ҩ-минуҭк инарзынаԥшуа ажәа шәаҳҭоит, ателехәаԥшра рахь шәхы нарханы шәпрограмматәы, насгьы депутатразы шәхы зықәшәыргылаз атәы шәҳәарц азыҳәан. Ҳалагап аусура. Беслан Юрий-иԥа шәара шәыла ҳалагап. Уажәы ҳазыӡырҩуеит шәнысымҩа. Торчуа Беслан Юрий-иԥа диит сентиабр фба зқьышәи ханҩыфба шықәса рзы Тҟәарчал. Зқьышәи ԥшьынҩажәи шықәса рзы далгеит Кәтолтәи ашкол. Ҩышықәса асовет еидгыла архәҭақәа рҟны аррамаҵзура дахысуан. Зқьышәи ԥшьынҩажәи жәеиза шықәса рзы далгеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҳасабеилыргаратә ҳасабырбеи анхамҩатә усуреи анализи рзура азанааҭ ала. Зқьышәи ԥшьынҩажәи жәба шықәса инаркны зқьышәи ԥшьынҩажәи жәеизанӡа Аԥсуа ҳәынҭқарратә университет аҟны акомсомолтә комитет амаӡаныҟәгаҩыс дыҟан. Анаҩс шықәсык аус иуан ақалақь Аҟәа Ахадара аҟны аекономикаи азԥхьагәаҭареи рыҟәшаҟны специалистс. Далахәын Аԥсны Џьынџьтәылатә еибашьра агәымшәараз амедал ианашьоуп. Зқьышәи ԥшьынҩажәи жәиԥшь шықәса инаркны зқьышәи ԥшьынҩажәи зеиԥш шықәсанӡа ақалақь Москва афирма стиль анапхгаҩы хада. Зқьышәи ԥшьынҩажәи зеиԥш шықәса инаркны ҩ-нызқьи жәаханӡа ақалақь Москва афирма стиль столица анапхгаҩы хада. Ҩ-нызқьи жәеиза шықәса инаркны ҩ-нызқьи жәаха шықәсанӡа Аԥсуа диаспора Урыстәыла Кавказтәи аконгресс аиҵхантәаҩ. Ҩ-нызқьи жәаха шықәса инаркны ҩ-нызқьи жәаанӡа Аԥсны апарламент адҵала дҟаҵоуп Аԥсны аҳәынҭқарра гәаҭаратә палата аудиторс. Ҩ-нызқьи жәаа шықәса инаркны иахьа уажәраанӡа деиҭалхуп Аԥсны аҳәынҭқарра аконтрольтә палата аудиторс. Дҭаацәароуп, ҩыџьа аԥацәа драбуп. Беслан Юрий-иԥа, ажәа шәымоуп, ҩ-минуҭк. Хәлыбзиақәа ҳауажәлар, иахьа абри аҭагылазаашьа схы иархәан ирыдысныҳәалар сҭахуп аныҳәамш аҳәса ирызку ирзеиӷьасшьоит аманшәалара, агәеизаҟазаашьа бзиа, агәыбзиара ацны. Я хочу поздравить женщин нашей страны с этим замечательным весенним праздником, пожелать им здоровья, благополучия, долгих лет жизни. Хочу поздравить бабушек, матерей, сестер. Особо хотел бы поздравить женщин-ветеранов. С удовольствием хотел бы поздравить женщин моих коллег. И, безусловно, хотел бы поздравить женщин, которые сегодня баллотируются в парламент Республики Абхазия. Насколько я знаю, 16 женщин сегодня принимают участие в предвыборной кампании. Это говорит о том, что сегодня женщины Абхазии стали вовлекаться в общественно-политическую жизнь нашего государства. И, как было сказано мудрецом, мужчины правят миром, а женщины правят мужчинами. Этот принцип работает не только 8 марта, и вы женщины, которые создаете уют не только в наших семьях, но и уют в нашем государстве тоже. Еще раз с наилучшими пожеланиями. Ну, что касается вот первого вопроса, обычно задают, что меня побудило баллотироваться в парламент. Я бы хотел ответить на этот вопрос. Я иду в парламент работать, созидать. Не сочтите это за пафос и применять на практике свой опыт и свои знания. Табуп идуцын, табуп уажәы ҳазыӡырҩып Хына Дума аинысымҩа. Дума Хына Владимир-иԥа диетлаҵарамза жәа зқьышәи ԥшьынҩажәи жәохә шықәсазы далгеит Аҟәатәи абжьаратә школ.
ҩнызқьи жәба шықәсазы дҭалеит Ростов аграаглыхратә техникум. Ҩнызқьи жәаха шықәсазы Аԥсны аррамаҵзура дахысуан. Ҩнызқьи жәаф шықәсазы далгеит Москватәи аҳәынҭқарратә ҵареиурҭа аҩыҟаҵаҩ технолог изаанаҭала. Зхы иақәиҭу ақәԥара аспорт дазҟазоуп. Ареспублика ауаажәларатә хеилак аруаа далахәылоуп. Дҭаацәароуп, ҩыџьа ахшара драбуп. Хына 2 минутк ажәа шәымоуп, шәхы иархәаны ишәҳәа шәпрограмматәы, насгьы депутатра шәызцо. Эсма, в лице вас я хотел бы поздравить всех девушек, всех женщин, всех бабушек с Международным женским днем 8 марта. Желаю счастья, радости, долгих лет жизни и мирного неба над головой, чтобы все было всегда прекрасно. Хатырзку Аԥсныжәлар. Хәыҷкәымрамза жәаҩа мҩаԥысуеит Аԥсныжәлар реизара апарламент ахьалхрақәа. Иаадыруеит, иахьатәи ҳҭагылазаашьа даара ишуадаҩу. Ҳара ҳзеиԥш адунеи иқәынхо ажәлар зегьы рзын. Ачымазараҿкы иахҟьаны, заа рыԥсҭазаара иалҵит ҳаиҳабацәа, ҳҟәыӷацәа. Сара сгәанала, алхрақәа рыҿҳәара инахатәын. Аха иахьа ус иаанхеит. Ажәлар ҳара иаҳзыӡом. Изылшоз, иҟазҵашаз амчра змоу, азакәан еилаҳгом, имҩаԥгатәуп ҳәа алхрақәа ажәлар ирзаарыцҳаит. Зегьы шәзеиӷьызшьоит агәабзиара, агәамч, аԥеиԥшлаша. Ҳазшаз анцәа ду илыԥха шәымазааит. Ацәгьара хаан ишәымбо, доусу шәыҩнаҭақәа агәырӷьара ҩналоу. Агәырҩа шәымбааит, абзиара зегьы шәзыҟалааит, иҭабуп. Я хочу видеть парламент, который изменит социальное положение в Абхазии в лучшую сторону и будет писать и принимать справедливые законы. Законы, которые усилят наши правоохранительные органы и армию. Законы, которые помогут поднять качественно на другой уровень образования. Образование – это главное. Мы должны принять хоть один национальный проект с бюджетным финансированием в этом направлении. Тогда у нас будут увеличиваться в количестве грамотные юристы, экономисты, врачи, учителя и финансисты. Без хорошего образования у нас нет будущего. Мы не конкурентоспособны. А я хочу видеть сильную, процветающую, независимую Абхазию. Спасибо всем большое. Табуп, ҳаҭрысқәа кандидатцәа телехәаԥшцәа уажәы ҳазыӡырҩып Геннади Арӡынба инасымҩа. Арӡынба Геннади Алекаиԥа диит мшаԥымза жәибжь зқьышәи ханижәи жәибжь шықәса рзы Наҟәа, зқьышәи ԥшьынижәи хԥа шықәса рзы дҭалоит ажәабатәи ашкол, иҵара хиркәшоит Гәдоуҭатәи аҩбатәи абжьаратә школ аҟны зқьышәи ԥшьынижәи жәибжь шықәса рзын. Уи ашықәса дҭалоит Ростов ақалақь Алада Урыстәылатәи агуманитартә институт азиндырҩ заанаҭала. Ҩнызқьи шықәсазы Аҟәатәи араион ахадар аҟны аҿар политиказы аспециалист дҟаҵан. Ҩнызқьи акы шықәсазы аҳәынҭеилакы аԥсуа мшынтә ӷбаныҟәара адиректор хада ицхырааҩс аусура далагоит. Ҩнызқьи хԥа шықәсазы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҟны иҵара хиркәшеит азиндырҩ заанаҭала. Ашьҭахь Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа аексперименталтә патологиа терапиа рҵаарадырратә институт аҟны азиндырҩ хада инапынҵақәа рынагӡара иҽазикит. Ҩнызқьи ԥшьба шықәса рзы Аԥсны хада иусбарҭа аҳәынҭгәаҭара ҟәша ареферент еиҳабыс аусура далагоит. Ҩнызқьи фба шықәса рзы Аԥсны былтәы зиндырҩ аусура далагеит. Ҩнызқьи жәеиза шықәса рзы Аҟәатәи ақалақь Пеизара зиндырҩс аусура далагоит. Анаҩсан Аҟәа ахадар аҟны административтә зиндтә ҟәша еиҳабыс. Ҩнызқьи жәохә шықәса рзы аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр иабжьгаҩс аусура далагеит. Анаҩсан аминистр ицхырааҩс дҟарҵеит. Ҩнызқьи зеиԥш шықәса рзы аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра ахатәы шәарҭадара ҟәша еиҳабы инапынҵақәа наигӡон. Ҩнызқьи ҩажәа шықәса инаркны иахьа уажәраанӡа аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра кадрқәа рнапынҵаҿы дыҟоуп. Дҭаацәароуп, хҩык ахшара драбуп. Геннади ажәа шәымоуп, 2 минутки рылагӡаны. Хәлыбзиақәа, ҳаҭрысқәа аԥсуа ажәлар. Иахьатәи сықәгылара урысшәала исымҳәар ҟалаӡом, избанзар имаҷымкәагьы урҭ амилаҭқәа ҳаланхоит, урҭгьы ҳаҭыр рықәҳцап. Уважаемые граждане, вначале я хотел поздравить всех православных христиан с Великим Постом, а также поздравить всех женщин с 8 марта. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Дорогие избиратели, Конституция Абхазии в статье 13 гарантирует всем гражданам Республики Абхазии главное естественное право, которое верховенствует над всеми остальными – право на жизнь. Право на жизнь довольно широкое, всеобъемлющее понятие. Оно напрямую сопряжено с такими понятиями, как качество жизни. Например, каждый человек имеет право получать качественную медицинскую помощь, хорошее образование, жилье и работу.
Граждане, которые не в состоянии позаботиться о себе сами, дети, старики, инвалиды, должны получать необходимую помощь и поддержку. Молодежь непременно должна получать право воспользоваться социальным лифтом, незыблемым правом на жилье, доступное образование, достойную работу и карьерный рост. В настоящее время надежда на улучшение качества жизни в Абхазии связана с реализацией приоритетных национальных проектов, работающих в сфере здравоохранения, образования, жилищного строительства и сельского хозяйства. Главный национальный проект – это человек с его заботами и чаяниями, с его образом мысли и укладом жизни. Главной для меня задачей является защита интересов каждого простого человека, его естественных и конституционных прав. Спасибо большое. Табу Петуцана, Апшбетбе кандидат, Саид Гебе, Инесами Хасацурготофи. Дгебе Саид Ариелы Падид, Жабрамза, Жабазки, Фипшини Вивюх Шуксарза Аква, Юнескека Шуксаза, Авиба Пепжарат в школ Талуит, Юнески Вё Шуксаза, Далгуит Аквапи Ак Пепжарат в школ. Уя Шуксан Талит урыстула Пехюндкаррат Социалт университет, а юрист факультет. Ю Шуксаирра Мацура да Хысван Апсна Хюндкарра Афярта да Рахыла Кету Архута Кваркны. Юнески Вё Шуксаза, урыстула Пехюндкаррат Социалт университет, Акан Пидесит Апсна Пехюндкаррат университет, Азин Дыррат факультет Ах. Юнески Вяв Шуксаза Талит Аквапи Ярту, а институт. И царана Хиркуша Йоуит Иряхауа цара, а юриспруденция экономика Рзанат Алла. Шуксыб Жакаквапи района прокурор Юажлара Цхыраюстыган. Юнески Вёх, Юнески Зейв Шукскварза Аквакалак Юнецкатве Усквар Успартаету, Ашеух Апшарат Кушачы, Аус цара Зазиным Чизмоу Яхасабала Аусиуан, а милиция лейтенант Ачинихцаны. Шуксык Аквакалак Юнецкатве Усквар Успартаету, Ашеух Апшарат Кушейхабыстыган, а милиция лейтенант Ехабыхэ Ачин Итаны. Юнески Вивек Шуксаза Аквакалак прокурор Ицхыраюстыган. Раферамза Юнески Вивек Шукса Ахыс Аусиует, Ахакуит Разымху Амтал Рапхакарты, Аусызва объект Кверхылапшраза, а прокурор Хада Ицхыраю Ехабыс. Акпре класс, а юрист Ахиц Ихуб. Тацфероп Пхак Димоп. Саида Фешемоп. Итабу Бесма. Хлобзе Хатырзгу Ажлар. Иахьатәи амш аԥхьаӡа инаргыланы ирыдысныҳәалар сҭахуп Аԥсны ахақәиҭра иахьаԥшымра изын зхақәызҵаз ранацәа. Убарҭ раԥхьа инаргыланы ирыдысныҳәалар сҭахуп аҳәса зегьы. Ишәызеиӷьасшьоит агәамч, агәабзиара, ақәҿиара дуқәа. Иахьатәи ҳамш ишәдыруа даара ишәарҭа дууп, ачымазара ду ныҟәоуп. Ҽазнык еиҭасҳәоит, ишәызеиӷьасшьоит агәамч, агәабзиара. Азин сышәҭозар Есма, урысшәала иацысҵоит анаҩстәи сықәгылара. Ишышәҭаху, шәара ишышәҭаху. Иҭабуп. Добрый вечер, дорогие граждане. Сегодня, пользуясь случаем, хочу поздравить всех женщин с Международным женским днем 8 марта. Желаю вам успехов, желаю вам удачи и желаю вам женского счастья. А самое главное в наше время – это здоровье. Будьте здоровы. На вопрос теперь, почему я выставил свою кандидатуру, меня выставила инициативная группа. Меня не выставила партия, меня не выставляли никто больше. Я иду работать, что и делаю повседневно. Я патриот своей страны, я люблю свою страну. К сожалению, сегодня жизнь нанесла мне очередной удар. Не стало моего старшего брата. В связи с чем я не мог не прийти сегодня на эфир. Лично я хочу добавить, это с моей стороны было бы неуважением к моим избирателям, к моему народу. Но хочу добавить следующее. Спасибо за предоставленное время, Есма. Спасибо
Абхазской гостелерадиокомпании за сегодняшний эфир. К сожалению, я вынужден покинуть. Я думаю, вы меня поймете. Но это есть свои объективные причины. Табуб Саида рыцҳарашәак шәитаха Табу, насраамҭаԥшааны саҭашәымҵан. шәааит, уи шәара шәзиноуп. Убри ала ҳаҭырсқәа акандидатцәа исҳәар сҭахуп, нас актәи ахәҭа ҳаркәшоит. Табу, бзиараз. Аҭырсқәа акандидатцәа инаҳагӡоит ишиашоу ицо ефир. Уажәы иаамҭоуп ҳредакциа иазнархиаз азҵаарақәа рҭак рыҟаҵара. Гена ауадаҩ уаласҵоит, хазҵаарак ҳазҭукар, нас иаразнак срыԥхьон. Табуб идуца. Так, иарбан хырхарҭақәа рыла ишышьақәыргылатәу ҳтәыла демографиатә политика, актәи азҵаара, ақыҭа аиқәырхареи аҿиареи рзы иҟаҵатәузеи раԥхьаӡа инаргыланы, анефть ацхра, абри атема шәара шәышԥахәаԥшуа. Гена, шәара шәылаҳалагап, ф-минуҭк шәымоуп абарҭ азҵаарақәа рҭак рыҟазҵара азыҳәан, иарбан зҵаароу иаҳа ишәзыманшәалоу ҳазлалагари? Рыхԥагь ҳҳәоит, ф-минуҭк шәымоуп, ҩба минуҭк абас иаиҳәшаны. Бзиоуп. Какие меры необходимы для сохранения и развития села? Из каких направлений должна состоять демографическая политика нашего государства? Добыча нефти, ваше отношение к нефтяной теме? Давайте начнем. С какого вопроса? Наверное, по поводу нефти. Вот. Но я буду краток. Давайте. Честно говоря, я против добычи нефти. Объясню почему. Слава Богу, у нас есть природные ресурсы. А что такое природные ресурсы? Нефть тоже некий ресурс, недр и все такое. Но не нужно нашу природу доводить до такой степени, что потом за нее, знаете, как говорится, от нее, ну вот, как вам сказать, ожидать лучшего от добычи нефти ничего не может, ну, кроме денег каких-то. Вот. Нам нужно развивать туризм, согласно, ну, не согласно... То есть вы категорически против нефти? Нет, я, конечно же, категорически против. Вот. Я за то, чтобы мы развивали туризм. Вот. Я за то, чтобы сохранить нашу природу. Вот. Это наше богатство. Вот. С ней играться, как говорится, нельзя. Вот. Ну, на ваш взгляд достаточно? Потому что есть опасения. Очень много опасений. Может, ну, понести это, ну, как вам сказать, плачевным последствиям. Вот. Технического характера, по добыче. Есть ли примеры в государствах, где добывают нефть, и с экологией все нормально, и в бюджет поступают деньги? Как вы думаете, одним туризмом, сельским хозяйством можно пополнить бюджет, поднять экономику? Я думаю, для нашей страны основные, как я вот до этого сказал, основными приоритетами, я считаю, это именно касающиеся нашего и бюджета, и развития, это туризм и сельское хозяйство. Конечно же, это неплохо добывать нефть. Это быстрые какие-то деньги там, и так далее, но я считаю, что на сегодняшний день нет никакой необходимости. Нам нужно развивать, нам нужно поднимать свой бюджет, и ну, такой вот у меня подход к этому. Хорошо. Так. Из каких направлений должна состоять демографическая политика нашего государства? Второй вопрос. Ну, я так бы не ответил, из каких бы, но я скажу так.
Самое главное, я считаю, нужно у нас внутри помогать нашим молодым семьям создавать, чтобы они создавали свои семьи. Нам нужно предложить нашим молодым семьям обеспечить их жильем. Вот. Ну, у меня вот такой ответ, такой короткий. То есть совсем коротко, да? Да. То есть вот так вы видите демографическую политику нашего государства. Хорошо, тогда, может, о туризме вы скажете, вы там затронули тему туризма. Что вы считаете необходимо нужно сделать для того, чтобы поднять эту сферу? Туризм наш должен быть привлекательным. Мы должны предоставить отдыхающим качественный сервис. Вот. Для этого нужно нам поднять уровень правоохранительной системы. Вот. Нам нужно создать некие институты по обучению наших молодых ребят, которые могли бы работать в этой сфере. Вот. Все более прозрачные финансовые дела, которые проводятся, нужно вот как. Ну, вы, наверное, хотите сказать о том, чтобы туризм был круглогодично, чтобы сделать. Да, это, конечно, конечно, все нужно сделать. Но откуда деньги вот на вот эти все мероприятия? Откуда государство должно взять деньги? Хорошо, давайте тогда к третьему вопросу перейдем. Какие меры необходимы для сохранения и развития села? Ну, я считаю, что, ну, как и до этого я выступал, говорил, главным отрасли, одной из главных отраслей нашего государства, тоже развитие сельского хозяйства. Нужно нам ее, конечно же, развивать. Нам нужно помогать сельчанам, вот, для того, чтобы поднять, опять же, сельское хозяйство, нужно создавать некие кооперативы, вот, найти формы. Вот. Вот существует на сегодняшний день программа сельского хозяйства, вот выделены деньги, осуществляют различные проекты. Вы как оцениваете деятельность? Вот эта программа действенна, на ваш взгляд? На сегодняшний день я из тех программ, которые проводили ранее, вот, ну, эффективности мало, вот, нету контроля, могу так сказать. Вот, видно, что люди хотели заняться, но получается так, что не все являлись профессионалами. Вот, хотя проекты, наверное, рассматривали, и там все было описано. И согласно этим проектам, конечно же, выделялись деньги. Но что-то не то. То есть выход, какой-то выхлоп не был вот, ну, соответствующий, ожидаемый. Вот. Надо делать, чтобы государство контролировало. Ну, это мой подход. Вы имеете в виду при реализации различных проектов, да, вот, допустим, если на конкурсной основе там человек выиграет, сельчанин выигрывает проект, и конкурсная комиссия должна более тщательно подходить. Да, я считаю, что конкурсная комиссия должна тщательно подходить от начала до конца. То есть видеть не только дать им финансировать, но еще и проконтролировать его вот, реализацию. Как вы считаете, тогда давайте так поставим вопрос, парламент как может защитить права крестьянина, как может ему помочь? Понимаете, есть много действующих законов, которые сегодня у нас есть, вот, которые позволяют защищать не только крестьянина, но и любого гражданина, вот, его права. Просто нужно нам следовать этому закону. Больше ничего. Вы в каком комитете себя видите, допустим, если вы попадете в парламент? Ну, в той сфере, в которой я всегда работал, это именно в комитете по
юридическим вопросам, законодательным вопросам. Ну, есть у вас какая-нибудь инициатива, вот, которую вы бы хотели в парламенте реализовать? Ну, я вам скажу так. У меня были ранее некие проекты, это мои были проекты, которые мог бы предложить государству вот, и народу. Это об общественных там, объединениях и организациях и гражданском контроле. Я когда-то этот проект предлагал, он опубликовался в журнале «Гражданское общество». Вот. Есть какие-то такие проекты, но их нужно много со временем сегодня тоже. Насколько он сегодня будет актуален, не могу точно сказать. Ну, вы можете раскрыть скобки, что такое гражданский контроль? Это очень интересно. Ну, я вам так скажу, объяснить за 2 минуты это нелегко, потому что там много вопросов, которые нужно исполнять. Я вам скажу, оно не противоречит никаким на сегодняшний день действующим законам. Гражданский контроль – это запрашивание и так далее у исполнительной власти о работе, о выполнении. Вот такой вот некий, как довоенные были такие контроли, вот, именно общественный контроль. Вот типа, на типе вот такого вот. Именно что вот общественная организация, скажем, вновь созданная какая-то, вот, имела право не запрашивать, и чтобы исполнительная власть могла ответить адекватно и законно, то есть на все те действия, которые она проводит. Ну, вот такой вот общественный. Ну, а почему вы считаете, что на сегодняшний день это не актуально? Ну, я-то я считаю, конечно, но там, как говорится, жизнь покажет, как это все сложится. Вот, ну вот, не знаю, ну, попробуем это все донести до будущих, скажем так, моих коллег, если так судьба сложится. Вот, ну, жизнь покажет. Табу петуца. Беслан Юрипа. Hazlalakoy. Демография – это Демография – это нефть. Ну, демография халат шевёзар яха нас сара яхинца здырва яхинца сахава убри сахава иште схоздырва иште хара шниски худжик сре харихана хау ваха нас шпархо аншахат бимшет الجيرة وحراسة أخوي أبنقله قاقن ويحكيت يحرزك خدوه أي بشرة ناس أمزسكو يرخكنا ويز جيزك صلاة شاعر استخدم أخا أبسوا وبصير حوت أو يد الشاز يتصح يتي شو ترحودا خبرس في литвогар на Бога надейся, сам не глашай. У нас есть сейчас в современном мире возможности для того, чтобы создать семьи, растить детей. И я вот хочу просто привести в пример вот наши родители, вот в частности родители вот моего поколения, это вот которые были рождены в 30-х, 40-х годах прошлого столетия. Вот в это сложное время после Великой Отечественной войны и семьи достигали 5-6 человек. И сегодня для нас считается там радостным событием, если в семье рождаются 2 человека, 3, 3 детей, это уже считается каким-то героизмом. А на самом деле 2 человека это воспроизвели только себя. Прирост начинается уже с 4-го ребенка. И да простят меня женщины вот, в этот праздничный день, но я бы хотел еще отметить такую проблему. У нас очень много женщин, как это принято говорить, бальзаковского возраста, которые сегодня не обременены семейными узами. Но, естественно, инициативу должен проявить сегодня мужчина. И у нас есть тоже очень много взрослых ребят, которые значит, не определились в этой жизни. Я считаю, что нужно помочь этим людям. Значит, у нас должна быть все же какая-то государственная национальная политика, которая бы ориентировала наше общество на создание семьи. В частности, вот
бывают такие случаи, когда, ну, допустим, основное предназначение женщины – это родить и вырастить ребенка. Но не получилось, не срослось у нее в семье, вот, допустим, вышла она замуж, но она хочет стать матерью. Но я сейчас не буду говорить, какие у нас в обществе существуют предрассудки, но я думаю, что если вот мы говорим о демографии, и даже если вот мы методом участия вот в каких-то современных технологий, в частности там медицины, сможем как бы иметь еще одного гражданина в нашей стране, я думаю, стоит нам на это обратить внимание, создать там экоцентры, перинатальные центры. Я просто говорю о этих вещах, потому что, ну, очень много у нас женщин, которые, ну, к сожалению, по тем или иным причинам, ну, там, не вышли замуж, не создали семью. А что касается ребят, ну, я бы, значит, к этому вопросу подошел таким образом. В советское время был налог на бездетность. И я бы обременил мужчин вот этим налогом и сделал бы его довольно-таки значительным, и чтобы вот эти налоговые поступления шли в поддержку, скажем, семей, многодетных семей. Ну, как бы это вот... Да. Давайте тогда ко второму вопросу. Времени не так много осталось. Добыча нефти, ваше отношение к нефтяной теме? Ну, моя точка зрения заключается в том, что сегодня вот территория Абхазии просканирована на предмет там, углеводородов. Эти изыскания проводились в 60-х годах, потом проводились в 80-х годах. Сейчас, вот буквально 10 лет тому назад, значит, российская компания «Роснефть» тоже провела как бы такие вот доскональные обследования. Нефть у нас есть, известен дебит. Также, значит, мы знаем качество нефти. И эта нефть сегодня как бы может быть довольно-таки стратегическим товаром в нашей экономике. И я бы, значит, подошел к этому вопросу таким образом. Можно, значит, у нас очень много законсервированных, значит, нефтяных скважин. Я бы, скажем, как бы на экспериментальном уровне, значит, возле нефтяной скважины построил бы нефтеперерабатывающий комбинат, ну, как бы учитывая наши нужды в топливе. Тем более этот вопрос очень актуален. В последнее время вы знаете, что цена на топливо растет. И мы не можем, к сожалению, влиять на этот процесс, ни президент, ни премьер-министр, ни министр экономики, потому что эту продукцию мы здесь не производим. И я думаю, что если бы мы создали, значит, производство по переработке нефти, грубо говоря, значит, что такое нефтеперерабатывающий комбинат? Это высокотехнологичный самогонный аппарат. Вот если мы из жмыха, скажем, делаем водку или чачу, то я думаю, что из углеводорода мы можем производить нефть и сопутствующие там товары, там дизтопливо, мазут, битум и так далее. И мы завозим сегодня нефтепродукты на сумму свыше 5 миллиардов. Вот вы представляете, да, вот если мы организуем производство, и у нас этот вопрос будет как-то решен, то мы практически были бы все совладельцами этой отрасли в том плане, что цена бы на топливо бы понизилась. Вот если сегодня, значит, бензин стоит там 60-65 рублей, то хотя бы, если это будет на 20-30%, значит, стоимость этого товара ниже, то это было бы таким серьезным, скажем, вложением в нашу экономику. Это бы, значит, многие бы вопросы То есть решило. вы за добычу нефти? Я за добычу нефти в масштабах, значит, необходимых нам. Если же ситуация покажет, что мы выдерживаем экологические нормы, если значит, идет пополнение в бюджет, то можно уже рассматривать более такие, значит, масштабные глобальные проекты.
я думаю, что вот стоит нам попробовать как бы пойти по этому пути. Это вот моя личная точка зрения. И третий вопрос, совсем коротко. Какие меры необходимы для сохранения и развития села? 30 секунд. Ну, для развития села, конечно, нужно поддержать нашего крестьянина, нужно поддержать значит, наши фермерские хозяйства. Государством сделано немало. Я вам сейчас приведу пример, который обошелся нашему государству по инвестпрограмме чуть более 500 миллионов рублей. Это были сады Абхазии. И, значит, эта программа прекратила свое существование. И, к сожалению, сегодня некоторые вот из 1200 гектаров, которые были заложены на значит, закладку этих садов, там значит, в ассортименте имеется там яблоня, значит, груши, персики, виноград и так далее. Сейчас сохранилось процентов 10-15, и то сохранили это смельчаки, которые смогли вложить значит, свои собственные средства, заемные средства. И сегодня для того, чтобы содержать 1 гектар сада, в среднем обходится 250-300 значит, тысяч в год. А если содержать 3 гектара, это уже где-то 800 миллионов. Это серьезные средства, но нашлись такие, еще раз повторюсь, смельчаки, которые сохранили значит, эти сады, и они сегодня уже приносят какую-то прибыль. Вот, то есть вы считаете, вот такие проекты нужны? Вот такие проекты нужны, и у нас должна быть, одну секунду, у нас должна быть преемственность. Если мы, значит, заложили сады, то неважно, какая власть, какой президент, значит, эти проекты надо продолжать. Потому что я считаю, что мы просто нерационально и неэффективно используем средства, которые выделяются нам, нашим стратегическим партнерам. Табу пхына, хазлала кой. А нефть Аллахала год. Прежде чем говорить о добыче нефти, нужно оценивать ее экологические риски. По моему мнению, если мы будем добывать нефть, мы должны это делать прозрачно. То есть с той фирмой, которой мы заключаем договор, у нее должен быть уставной капитал, там, большую сумму денег, потому что если мы начинаем добывать нефть в случае какой-то аварийной ситуации, кто будет погашать это все, кто будет этим всем заниматься. Эти риски тоже надо учитывать. Во-первых, нужно провести анализ самого сырья. Если анализ нефти будет в хорошем качестве, то, естественно, и цены будут соответствующие, и мы будем добывать эту нефть. Вообще, практика показывает, что многие международные страны добывают нефть, и из-за этого как бы увеличивается социальный уровень жизни у людей. Оно растет, люди развиваются, страна развивается и так далее. Еще раз подчеркиваю, надо смотреть ее экологические риски. Если никаких таких экологических рисков, катастроф не будет, то я лично за добычу нефти. Вообще по Конституции недра земли, оно принадлежит абхазскому народу. Но по Конституции принадлежит абхазскому народу. Если будем добывать на равноправных условиях, то это будет, по моему мнению, очень даже хорошо. Демографическая политика. Сегодня, затрагивая тему демографии, нужно понимать, что стоит делать ставку на снижение уровня смерти, естественной смертности. Первое, нужно на бесплатной основе 1 раз в год проходить диспансеризацию нашего населения для того, чтобы на ранних стадиях выявлять какие-нибудь заболевания. Нужно поднять процент рождаемости в Абхазии. Когда мы говорим о демографической политике, мы касаемся и вопроса и о репатриации тоже. По моим данным, за порядка полтора года в Абхазию приехали свыше 500 наших репатриантов, из них 240 или 250 покинули Абхазию. Потому что они не смогли адаптироваться в нашей среде. Для того, чтобы привозить сюда наших братьев на свою историческую родину, мы в первую очередь обязаны
сделать им все условия для этого. Это создать рабочие места, создать им жилье или хотя бы выплачивать какие-нибудь пособия на первое время, пока они себя еще здесь не нашли. Я так думаю. Урҭ еидҳәалоуп економикагьы, нас дара арепатриантцәа иаауа аҭагылазаашьа рзаԥҵара. Иашоуп. Хымԥада нас зегьы мцаӡеит, арепатриантцәа иаанхазгьы ыҟоуп ара ҭаацәарақәа ԥызҵаз рхыԥхьаӡарагь маҷӡам. Рыԥхьаӡарагьы маҷӡам, избанзар Ҭырқәтәыла инхоит хәышә нызқьҩык ҳарҭ аԥсуаа урҭ арахь иаар демографиа аганахьала даараӡак бзиа иаауеит. Урҭ арахь иаагатәуп сара сгәы иаанагоит. Иаша азыҳәан иахьа убри аҭагылазаашьа ҳҭагылоуп, урыҵашьысыртәуоуп, избанзар арепатриантцәа уахь ицаз изхысыз агәаҟра зегьы ҳдыруеит. Шәышықәса ҵит рбызшәа, рқьабз, раԥсуара зегьы икармыжьӡеит. Ҳара иахьа Аԥсны ҳанхоит, ҳара ԥсышәа бызшәала ҳазцәажәаӡом, аԥсуа бызшәа ҳзыҳәаӡом. Передачақәагьы анымҩаԥаҳго урыс бызшәалоуп ҳашцәажәо. Ҳаԥсуара аӡара иаҿуп, ҳбызшәа аӡара иаҿуп, уи аганахьалагьы ак хәыцтәуп аԥхьа ҳазлацаша. Уаҳа иацышәҵома? Мамзаргьы ахԥатәи азҵаарахь шәиасуа. Сельское хозяйство. Ақыҭа аиқәырхареиҿ иара ирзы иҟаҵатәузеи раԥхьаӡа инаргыланы? В советское время Абхазия считалась такой аграрной республикой. Мы производили очень много тонн чайных листьев, несколько десятков тысяч табака, цитрусовых, производили мясо и так далее. Сегодня это все, к моему большому сожалению, этого всего у нас нету. Что нужно делать? По моему мнению, нужно найти какие-нибудь средства для того, чтобы аккредитовать население, аккредитовать тех людей, которые хотят заняться бизнесом именно в сельской местности. Допустим, человек сегодня хочет открыть какую-нибудь теплицу, он придет со своим проектом, и кабинет министров, и парламент, они это его одобрят, и на основании этого проекта мы поможем ему построить ему свой бизнес. Я думаю, это будет очень такой, как вариант хороший. Иҳамами иаҳҳәап атеплицақәагьы змоу ақыҭақәа рҿы, аха урҭгьы раԥхьа проблемақәас иқәгылоу раалыҵгьы нарзымҭиуа уи зегьы ыҟоуп. Убырҭ бас еиԥш иҟоу ишԥарыцхраатәу? Ус сара бсазҵаауазар са сгәанала иахьа Ҷышыла Урыстәылантәи иаҳхәоит. Ҳара адгьыл рацәаны иҳамоуп. Иахьа нас аԥсуа анхаҩцәа уаарыцхраар, аԥшла рҵар, иара Ҷышылагьы ҳмауеи рацәаны иҟамло. Избан изаҳхәаран ҳзыҟоу адгьыл шҳамоу, ҳара ҳтәқәа ҳрыцхраалар, аурысшәа ишырҳәо еиԥш, помощь отечественному производителю ҳәа. Убриза ҟаҳҵар уи даара зегьы. Урыцхраара ҳәа шәара ижәбо арбану, аҳәынҭқар аҟынтәи аԥара рыҭара? Аҳәынҭқар аҟынтәи абри акредитование ҳәа иҟоу аԥара рыҭара. Аԥара абантәи ааҳгәашәҳәар, саҭамыз из 100% 40% бюджета уходит на содержание наших чиновников. Если мы сократим хотя бы какую-то часть, я думаю, население даже и не заметит, что чиновников сократили. На эти деньги израсходованные мы можем направить на сельское хозяйство. Нас конкретно иара ақыҭа нхамҩаҿы иҳахырхарҭақәас ижәбо арбану? Иҳаицхыраакӡо ҳәа ишәыԥхьаӡо? Иҳацхырааракӡо ҳәа ауаа нас абри акредитование ҳәа сызҿу пара нас рыҭаны дать им определенную сумму денег для того, чтобы они построили там, посадили теплицу или же там посадили разного ашәыр. Мамзаргьы арахәааӡара убри аума иҳарак хшыжьышьҭра зуҭо. Даҽа минуҭк шәымоуп, иҵегь ацәшәҵар шәҭахызар. Ҭабуп ҳаҭырқәа акандидатцәа абри ала ишиашоу ицо ефир аҩбатәи ахәҭа анҵәамҭахь инеит.
Инахагӡоит ишиашоит соефир уажәы шәара азҵаарақәа шәымазар еимыжәдартә еиԥш алшара шәымоуп. Уи загәаҳәара ыҟоума? Азҵаарақәа шәымоума? Шәымаӡам. Хына азҵаара шәымоума? Азҵаара шәымоума? Захь шәымада? Рыџьагьы. Хатала ргәы шаанагоит. Урысшәала исҳәац аҭашәымҵа. Вот мы сегодня прекрасно понимаем, что во внешней политике у нас происходит, сегодня какие процессы идут в России. Россию вынудили провести специальную операцию на Украине в борьбе с фашизмом. Наши добровольцы во главе Ахры Авицба, Рауля Харабуа, Ники Квизиня, Сурама Цулая и Дади Джобуа поехали туда с абхазским флагом и пополнили добровольческий отряд. Я как думаю, мы должны поддержать наших братьев россиян, нашего стратегического партнера и выйти на митинг, выйти на митинг для того, чтобы мы смогли поддержать наших братьев-союзников. Вот недавно в Гудаутах, вот буквально вчера, по-моему, или сегодня, если не ошибаюсь, вчера, в Гудаутах провластные депутаты вышли на митинг в поддержку Российской Федерации. Почему не пригласили оппозиционных депутатов? Почему это именно кандидаты от власти пошли на этот митинг, оппозиционеры были проигнорированы? Мы должны понимать, что в такие моменты, когда вокруг... Общее мнение просто. Я не знаю, почему они не позвали, я не в курсе, я с ваших слов, не знаю, почему не позвали своих коллег. Вот. Если это касается политической борьбы, то здесь это неуместно, потому что это общая проблема. Мы должны быть в таких вещах едины. Вот. А вот внутриполитические дрязги иногда надо оставлять, понимаете, в каких-то там кулуарах. Вот. Об этом не надо говорить и показывать, что мы вот такие вот разобщенные. Вот. В этих вещах, да и во многих вещах, мы должны быть вместе. Вот эти корпоративные отношения между разных групп надо прекращать. Будущего у нас не будет. Я хочу еще одну вещь сказать. Простите, мои избиратели, я не знаю, что сейчас в течение 10-15 минут ранее, что со мной произошло. Наверное, нервный стресс и так далее. Я думаю, что дальнейшая наша беседа с моими оппонентами пройдет более лучше. И как бы вам не покажется, что совсем я человек неграмотный. Меня, наверное, зашкаливал адреналин. Это такое бывает, когда нервничаешь. Вот так вот я хочу вам ответить. Украина сама по себе, это вопрос не вчера появился. Он появился, когда зарождался Майдан. Когда выгнали одного президента, которому пришлось уехать в Ростов. Все это зарождалось еще тогда. К сожалению, на сегодняшний день иногда бывают попытки и у нас тоже такого характера. Я надеюсь, что такое не повторится у нас дома. Это будет плачевно. Вот эти вот маленькие очаги, о чем сейчас говорит Хана, это и есть маленькие, но очаги. Когда мы не вместе, понимаете? Подумайте, давайте мы все сядем, подумаем. Хватит, прекращаем. Шкуана гарала при нас дунезиге санкция квалар галету Урстула гана халу при харапсне яхнапшуам яхнапшу наски ялтшас мюкас евпой. Мы должны быть со своим партнером, со нашим, я лично так считаю, это мое субъективное мнение, это наш старший брат. Это единственная страна, которая нас признала. Мы должны быть с ними воедино во всех мыслях и действиях. Мы не должны вилять.
хвостиком, у абхазцев не было никогда этого. Вот, мы должны быть едины. Вот эти все процессы, которые происходят у России, и мы тоже в этом виноваты. Все должны знать, что мы не крутимся, мы находимся рядом со своим партнером. Вот, никаких сомнений не должно быть. У меня такой вот... Ну, маленькую поправочку. Россия не единственная страна, которая нас Я признала. согласен, Да. я согласен. Но я к чему согласен. нам готовиться? Нас признала Вот Сирия, вот смотрите Венесуэла. сюда. К чему нам готовиться, я вам скажу. Это как в каждой семье. Уху бару, игиз башу подзю юхупшный. Угулаги дугуазри уху уругару. До этого мы говорили по поводу продовольствия, непродовольствия, по поводу демографии. Из харада харадзми, зияхсо. А катаги хейт ванзи до этого тоже. Из харада ваги. Иркутнице това, из Иркутнице пар рымадзем. Ирфу рымадзем. Иру рымадзем. Я рыцхара хуханигу. Из харада хакудземи. Ахичра хакудзара бзедземи. Нараханы гуси ветнес 40% егенес вы законы чиноп, вы кяптажи, вы нуца бумага все терпит, вы яхдырвы. Надо выходить из тени. Понимаете? Вот эту всю экономику, которая у нас иногда вот прячется, надо выводить. И многие умеют, подождите, я вам скажу, многие наши руководители, разницы нету, бывшие, нынешние, это тоже очень некрасиво звучит. Ну вот, я вам честно говорю. Изахзи бывший, нынешний, я пхашеропи, хапсуазами. Потом называем, да, они тхаджимбистов, они усарходы саташим, памбистов, багабш. Изахзи хапсуа. Я говорю к тому, что в такие моменты мы должны быть едины во многих вещах, не только в этом. Это я и сказал до этого. Это очаги маленькие. Мы должны едины во всем. У нас другого пути нету. Понимаете, нету. Мы должны объединиться. Хватит эти дрязги. После вот этого вопроса у меня будет к вам тоже вопрос, ко всем. Я думал, сказать этого или нет. У меня тоже будет вопрос ко всем, присутствующим моим оппонентам. Даҽаҩынҩажәа секундшәымоуп, нас агәаанагарақәа политикаҿы нас еиуеиԥшым зегьы агәаанагарақәак рымоуп. Зегь реиҳа ихадоу ари азҵаараҿы иара азакәан аҳәаақәа рҭымҵроуп, ус ами? Уи иашоуп. Бзиоуп. Ҭабуп, Беслан? Все мы знаем, сегодня наш главный стратегический партнер проводит спецоперацию на Украине, идут боевые действия, и боевые действия это не только война, это, естественно, затронуто и мирное население. Сегодня к нам приехали в Абхазию, вынужденно, беженцы с Украины, которых мы, насколько возможно, приняли, разместили, и они находятся сегодня под опекой президента, нашего государства. Я думаю, что мы здесь создадим им условия для того, чтобы они пережили эту стрессовую ситуацию. Я сейчас не буду вдаваться в эти политические аспекты. Это была вынужденная мера для Российской Федерации, потому что Америка и весь Запад практически ополчились против Российской Федерации, стали окружать. Уже, следующий этап был, это уже сосредоточение ядерного оружия, и это уже ответная вынужденная мера Российской Федерации. Что касается митинга, который был организован в поддержку Российской Федерации, я, честно говоря, это слышу первый раз, но я думаю, что если бы туда пришли бы, представители оппозиции, то, естественно, их бы никто не попросил оттуда уйти. Митинг – это волеизъявление народа. На митинг не приглашают, на митинг приходят, и там уже каждый может выразить свою точку зрения, поддержать нашего стратегического партнера. Так что
говорить, что это организовала власть или там оппозиция, и кто-то кого-то не пригласил, я считаю, что это некорректно. Ну, как бы так вот в двух словах. Тачу минут кашмо бахауина сташагира хазара ну кашцо я цахцар. Халшут Гена излила сказала Зара Фимоп. Ну, честно говоря, я после того, как он Хана задал данный вопрос, у меня просто, ну, я думал говорить или нет, не задавать, или задавать. У меня такой вопрос к моим оппонентам. Дайте мне, пожалуйста, и вообще нашим избирателям, телезрителям оценку, которые, ну, про тем событиям, скажем, 2004 года около зданий и внутри здания администрации, 2014 года около зданий и внутри зданий, и 2020 года около зданий и внутри зданий. То, что происходило. Ну, вот у меня одним из основных пунктов моей программы является, значит, пункт за общественный диалог. Я против категоризма, против митинговщины, против вот таких насильственных мер. Я сейчас не буду называть периоды. Это, к сожалению, данность. Это история, современная история нашего государства. Так не решаются вопросы. Сегодня вопросы должны решаться за круглым столом. И я считаю, что вот в данном контексте мы уже должны делать упор не на том, что было, а как нам быть дальше. А мы же говорим правильные вещи, мы же рассуждаем правильно. Вот надо вести себя и подобающим образом. И вот я очень надеюсь, что парламент 7-го созыва будет очень внимательно как бы обращать внимание на эти вопросы. Максимально мы вот все вот эти катаклизмы, которые у нас происходят в обществе, должны перенести под крышу, сесть и обсуждать эти вопросы за круглым столом. Только путем обсуждения, путем диалога, путем, значит, каких-то компромиссных решений мы можем стабилизировать наше, значит, состояние в обществе. Вот эти моменты, они тормозят развитие нашего общества. За нами наблюдают со стороны. Значит, естественно, у наших соседей, там, и друзей, и недругов тоже складывается не очень хорошее мнение. И это все зависит от нас. Поэтому, значит, я говорю и призываю, чтобы, значит, мы выстраивали отношения только путем диалога и путем переговоров. Табу. Хана. Безусловно, лично я против нападения на институт власти. Ни в одних переворотах я не участвовал. Я приходил на митинги, открыто выражал свое недовольство. Мне хватает смелости выйти и сказать, напомнить о пробелах власти, что с чем они не справились и так далее. 2004 год, события 2004 года, я в то время был довольно-таки маленький, я не помню эти события. 2014 года события уже как бы понимал, что происходит. В 2014 году парламент, тогдашний провластный парламент, выявил нарушение закона о гражданстве, когда было выдано незаконно свыше 25 тысяч абхазских паспортов гражданам Грузии. Такой факт был. Парламент это сам озвучил. Затрагивая тему национальной безопасности, мы не имеем права выдавать абхазские паспорта гражданам Грузии. Я думаю, вы все со мной согласны. Потому что сегодня Но комиссия дальше, после того, как свергли власть, была создана комиссия, но она ни к чему не пришла. Нет,
В парламенте была создана комиссия. А почему никак ни к чему не К пришло? чему она пришла? Что дальше сделали? Кого наказали? Ну, сейчас я не хочу поименно называть имена и на личности переходить, но был амнистирован человек в связи с 25-летием победы в войне. Это был такой факт. Сегодня, если мы будем выдавать гражданам Грузии абхазские паспорта, это угроза национальной безопасности. Но не имеет гражданин Грузии права иметь одни и те же права с абхазцами у него в стране. Ну, а ваше видение тогда Гальского, вот жителей Гальского района, вот что с ними делать тогда? Ну, это же проблема, которую надо решить. Что с ними делать? Эту проблему надо решить, их надо интегрировать. Нужно сделать так, чтобы жители Гальского района отказались от грузинских паспортов. Если они откажутся от грузинского паспорта, есть определенная процедура прохождения для того, чтобы получить абхазский паспорт. Мы можем отправить запрос в Россию. Там есть швейцарское посольство. Россия сделает запрос в швейцарское посольство, они нам выдадут всю документацию. Есть еще и совсем другая угроза. Я, как знаю, многие ветераны боевых действий в Абхазии с грузинской стороны пересекают беспрепятственно границу КПП Ингур. Об этом тоже надо говорить, я считаю, правильно? Та же самая акция с Ирмой Инишвили, которая сюда приехала, она тоже ветеран с грузинской стороны. Ну, стоит мне тогда напоминать о том, что Лукаво освободили. Это же тоже неправильно. Я что-то говорю. Это же... Если Лукаво был освобожден не в рамках закона, если есть к чему придраться, власть с тех пор поменялась, пришла новая власть, проведите расследование, накажите тех людей, которые освободила Лукаво. Если этого всего не происходит, значит, на то были объективные, наверное, причины. Но, как я знаю, на помилование Лукаво был совершен обмен на 4 наших братьев осетин. Об этом даже свидетельствовало видео. Ну, это, знаете, это до конца... Ну, это я так знаю. Но самого Лукаво был бы, я сейчас в эфире это не должен говорить, но такого мерзавца, как Лукаво, я в живых не брал бы. Ну, вы говорили про интеграцию, вот, и что еще? Вот от того, что мы им дадим абхазский паспорт жителям Нижней, Я вот не будут отвечу, вот в что еще нужно 2012 сделать? году в школах Гальского района преподавалась история Грузии. Там говорилось о том, что мы, абхазцы, являемся абсуйцами, с Адыгеи сюда приехали и так далее, что мы с русскими являемся оккупантами. То есть в нашей же стране, в нашей же территории мы уже с детских лет учили детей, что мы были агрессорами. Мы таким образом воспитывали будущих абхазцев или будущих реваншистов. Что с ними нужно делать? Вот единственный вариант, который я вижу, массово отказаться от грузинского гражданства. После этого уже пойдет процесс интеграции. Сегодня с грузинским паспортом можно проколесить всю Европу. Я тоже хочу всю Европу проколесить, но я себе не позволю взять грузинский паспорт. Есть еще и другая проблема. У нас наверняка есть те абхазцы, которые имеют грузинское гражданство. Почему нельзя обнародовать их имена? Может, они являются какими-то тайными агентами в нашей стране? Ну, вот эти же проблемы нужно решать. Это Эти проблема уже нужно сколько? решать. 30 лет. Ее надо решать. Нужно решать, конечно. Это за 1 год ты не решишь, это в течение 10-20 лет даже может уйти на это все. Нужно работать над этим. Я так считаю. Сила. У меня, по-моему, 1 минута. Да, у вас минута есть, вы можете. Ну, значит, у меня отношение к этому вопросу такое. Сегодня Гальский избирательный округ, 35-й, по-моему, да? 1200, значит, избирателей, значит, 1200 паспортов. Проживает сегодня в Гальском районе свыше 25 тысяч. В каком статусе находятся сегодня эти граждане? Зачем нам создавать анклав в приграничной зоне? Я, значит, хочу выразить свое мнение по этому вопросу таким образом. Вот просто приведя пример. В этом, ну, в 2021 году
гальские школы закончили 180 ребят. Ребят, девчат. И из 180, 18 или 20 человек, молодых ребят, остались здесь, в Абхазии. Остальные уехали в Грузию. Они уехали в Грузию, потому что здесь не смогли адаптироваться. Потому что они не могут, их не берут служить, они не могут учиться, значит, их не могут принять на госслужбу, тем более, или какие-нибудь такие другие структуры. И они вынуждены уезжать в поисках, ну, скажем, лучшей жизни, работы, учебы, и там им помогают. Там, значит, ну, по крайней мере, им выдают паспорт, который позволяет им передвигаться по миру. Но с какой душой, с каким сердцем, с каким настроением уезжают эти молодые ребята, и я думаю, что они уже потеряны для Абхазии. И это продолжается в течение уже 30 лет. Вот представляете, каждый год, если вот по 150 человек уезжает, молодых ребят, это для нас вот потерянное население. Я не говорю раздавать абхазское гражданство поголовно всем. Для этого у нас существуют спецслужбы, которые должны вот пропускать через фильтр, буквально там в 4-5 поколении изучать историю этой семьи. И, значит, уже как-то решать этот вопрос. Он давно находится в подвешенном состоянии. И еще один момент. Я не знаю, почему так долго затягивается вопрос с грузинами, которые носят этнические абхазские фамилии. Вот хотя бы вот начать бы с этого, значит, с этой ситуации. И еще. Мы же смогли интегрировать, социализировать грузин, которые, вот у нас очень много семей с грузинскими фамилиями. Но ворау кыртоп хаяухар и худи шилол. Уборт нас акртвай змо апсаша. Яха хмиткараш юсурвайт айбашаш гиджибар бахет нас апсна ветераншиги яхзой геройшиги хоп. وبريقون وبرت نسابرا هاي حد حمقلة درجي حبسة شوب حربيانا مجو وبريوس هذا حولر حرا يشبرحو وابصر يسحر حويد أبريبسنا يادقلو حراس يتخوي وخدنا يحون на запрос Ахцар, швейцарское посольство. Ни швейцарское посольство, ни любое другое посольство нам не может дать информацию, сколько граждан, значит, проживающих в Абхазии, имеют грузинские паспорта. Это уже как бы камень в огород наших спецслужб. Это практически на сегодняшний день невозможно, потому что у нас никакого диалога с Грузией нет. Зыҽҳәаран ҵәо апарламент хәышықәсатәи аусура хәшьарас иашәҭо, инасгьы иааидкылан ҳполитикатә ҭагылазаашьа хшыҩ зышьҭра зуны ҳцәажәозар, апарламент рольс иааннакылои. Нас абри хәышықәса русура. Хына уалаго. Мамо, вы ласкаетесь. Ну вот как вы оцениваете деятельность 5 лет, вот парламент проработал, какие законы важные, на ваш взгляд, были приняты, и вообще в условиях нашей ситуации, с учетом политической ситуации, какую роль играет парламент? Ну, я считаю, если мне будет представлена возможность попасть в парламент, я бы хотел на законодательном уровне инициировать план мероприятий. Потому что вот 6-й созыв, если мне не изменяет память, было принято 3 закона. Ну, естественно, там были, значит, внесены изменения там, значит, в некоторые законы. Значит, естественно, работа проводилась, но 3 закона, и один из них, это закон, это 20-я статья, да, там, значит, о декларировании. У нас очень много злободневных, нерешенных вопросов. Вот мы сейчас вот сегодня обсуждали эту тему. Это вопросы продажи недвижимости, вопрос добычи углеводородов, вопрос, значит, энергетики, вопрос, значит, связанный с гальским вопросом, значит, с гальской темой.
Вот эти все вопросы нам нужно все же вот как бы составить план минимум и план максимум. И значит, поставить на повестку дня вот эти вопросы, чтобы мы, по крайней мере, имели свое суждение, свою точку зрения. Естественно, возможно, значит, наше решение не может быть таким, как бы, не может, так сказать, единогласно принято, но я считаю, что мы должны вынести, значит, из парламента на обсуждение, значит, общественности. У нас есть и гражданские институты. Ну, в крайнем случае, если мы уже не пришли к консенсусу, надо эти вопросы обозначить и вот как бы вынести на референдум для того, чтобы было всенародное обсуждение, и уже как бы мы приняли такое ответственное решение, значит, народ как бы принял бы решение вот, в решении общегосударственных вопросов. Я считаю, что мы обязательно должны составить план мероприятий, повестку работы парламента на программу минимум, скажем, на год-два, и, значит, за 5 лет программу, которую мы должны как бы принять, и законы, которые мы должны обсудить. Вот как бы вот такая вот моя точка зрения. Все, Табубхана. Что касается проделанной работы парламента, я понимаю, многие как бы ее критикуют и все такое, но на самом деле они поработали и поработали на славу. Единственное, да, мы на камеру ругали все друг друга, но в принципе, как гражданин, я доволен работой парламента нынешнего созыва. Ну, какие важные законы были приняты, на ваш взгляд, этим парламентом? Закон об энергетике принят, закон о физической культуре и спорта, он еще до конца не принят, но он обязательно будет это сделано. Закон об образовании то же самое. Но я надеюсь, что следующий парламент, следующего созыва, который изберется, а парламент это коллегиальный орган, будут принимать совместно решения разного рода, и очень сильно надеюсь, что это поможет в будущем объединить нас всех в одно целое. Да. Я по поводу 6-го созыва, конечно, сейчас оценивать их труд ни в коем мере я не собираюсь. Это неправильно. Вот. Но яркий закон был, конечно же, статья 20. Это был ярким законом. Вот. Насколько ее доработали, насколько ее такой вот безупречной сделали, я не могу сказать. Но могу сказать одну вещь. Ну, я могу просто сказать, что этот закон был принят практически под давлением общественности. Да, но сыграла роль, да, общественность, большую роль. Да. К сожалению, там и здоровье потеряли ребята и так далее. Это не обсуждается. Это, конечно, было очень тяжело. Это все видели, все знали. Вот. Но самое главное в этом, я считаю, что борьба с коррупцией именно не может само государство со своими возможностями, да, без общества не сможет, без существенного влияния, да, и, скажем, да, вот путем, роль общества должно быть в этом самое главное. То есть я в каком смысле? Общество должно само тоже требовать от остальных соблюдения его. То есть и сам должен человек, не только само государство и так далее. Я в этом плане. Я считаю, что будущий парламент не только должен писать законы, но и должен контролировать исполнение этих законов. Обязательно. Без этого, без контроля ничего у нас не будет. Обязательно нужен контроль. Причем тотально. Потому что законодательный орган – это основной ветвь власти. От него, от издания данных законов, дальше действуют и исполнительная, и судебная власть. То есть все это просто... Так вот я хотел бы ответить. У вас еще осталось время. Хорошо, тогда усанакха хаясует ишяшует суефира цухтан пиахтахе.
Уажәы аамҭа шәысҭоит минутк иалагӡаны алхыҩцәа телехәаԥшра рахь шәхы нарханы жәақәак шәҳәартә еиԥш аамҭа шәоуеит. Ҳхы наҳалагап. Бзиоуп нас аиҳабацәа рыла. Беслан, шәара шәоуп. Ну, сейчас в данный момент идет предвыборная кампания. Я, честно говоря, это мой первый политический опыт. Я был удивлен пассивностью и наших граждан. Нам очень сложно. Я думал, что дело, допустим, во мне как кандидате, но оказывается, эта проблема практически во всех округах. Люди с неохотой приходят на встречи с кандидатами в депутаты. Это был дан посыл. Общество дает посыл, значит, что что-то в нашем королевстве не так. Значит, что-то мы делаем не так. Мы, наверное, исчерпали вот кредит доверия. Я хотел бы, чтобы новый созыв поменял, значит, в принципе, эту ситуацию, показал свою работоспособность, показал, значит, государственную ориентированность, и чтобы парламент был местом для решения общегосударственных задач, а не выяснения личных или корпоративных интересов. Я обращаюсь к зрителям, к нашим избирателям, чтобы они проявили гражданскую позицию, пришли на избирательный участок. И еще хотел бы призвать, вот есть такие спорные моменты, голосовать сердцем или, значит, головой. Я призываю голосовать головой. Апсуа ирхот, угум матч харавает, угу дурфи равает, удургу бзыгу равает, угу пжа равает, аха ухы ишац буепш, угу шана гуепш, ухы ишана гуепш, убыс азцарац батуб, яха убыс язниту побрезцара, абриялыш хуа кандидат, запсахой хенткара зехен, запсахой района зехен, акалаки зехен, и округа зехен. Пшзала хайба бабхеску янагу, хараим гагон. Табу, Гена. Дорогие избиратели, приходите на выборы. От этого зависит наше с вами будущее и будущее наших детей. Спасибо вам. Дорогие избиратели, как сказал Беслан Юрьевич, голосуйте не сердцем, а умом. 12 марта состоятся выборы депутатов парламента Республики Абхазии. Примите в них участие. Лично я за себя говорю, думаю, и мои коллеги тоже придерживаются такому мнению. Я против продажи энергетики, я против продажи недвижимости, я за будущее Абхазии. Спасибо большое. Табу пидуцен, табу по кандидатша, а студия шахя за старый квартал квахихашцаз, алхаюча, потом хрупышцаз, бриала из фарстахуб, хайфир, язапша замта, анджамта хинит, и табу. Хатырскую телехопшца, уаджейш, яшу эфир, архала дырхует, уеви вяхат бит хварчалби, и рубаски уеви вёхби галби алхарту, тыпха до корджа, и кугло а кандидатша. И фешмежен, и пшешмежен, и хашмештен, абсолютно телехопша канала Чакра, сара бзира свящасвет.